Здравствуйте, это программа «Якутия в деталях», и меня зовут Александр Хавренко. Немецкий философ Фридрих Шиллер как-то сказал, что актер не профессия, а диагноз. Для хороших актеров нет плохих ролей. Вот о справедливости этого утверждения и о многом-многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем, известным театральным артистом, заслуженным артистом Якутии, Российской Федерации, любимцем публики. Можно еще множество эпитетов привести, но я вам просто назову фамилию. Купшиц. Эдвардов Купшиц. Эдвардов, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Мы вот тут за кадром договаривались, что мы будем на «ты». Я очень буду стараться, но если я вдруг на «вы», вы уж меня поправьте. Ничего, стесняться не буду. Вот хотелось бы начать как раз с этого утверждения. Вот для вас что такое актер? Это профессия, может быть, призвание, или, может быть, правда, как сказал Шиллер, диагноз? Вот я на последнем, наверное, остановлюсь. Да, это диагноз. Это диагноз. Хотя в жизни бывает по-разному. Одни начинают позже как-то. Ну вот у меня как бы случай такой, что это диагноз действительно, потому что если с 3-го класса ты уже начал себя считать артистом, другие это считали, что ты артист. И все школьные годы ты уже работал, ты уже в этой профессии был, потому что много работ было уже в школе, потом в Невежском театре, потом в армии столько работы, и всю жизнь, и вот всю жизнь вот это профессия. Как не диагноз тогда? То есть полвека вы уже им болеете, да, и не собираетесь полвека. Ну, как бы нет, были кризисы, хотел я уйти, уже наступает кризис все-таки с возрастом. Все, это не так просто все. Потому что жизнь не простая, она же диктует свои какие-то условия, все. Но чтобы я был, как вот мы говорили, Зельдин, я не из той породы. Фанатизм вот этот как бы пропал в профессии. А я был фанат этого. Я вообще за то, чтобы работать, друзей всех вот так за это гнобил, чтобы все было окей в нашей профессии. Это прошло. Пришел какая-то рация уже в этой профессии. Ты уже, когда ты можешь выбирать, что ты хочешь играть, что не хочешь. Раньше что давали? Дали, вперед. Понимаете, вот это прошло. Но это может быть в любой профессии это бывает, потому что возраст как бы диктует свои условия. Хотя я бы сказал, что в своей профессии как бы я столько всего уже накрутил в своих персонажах, столько их переиграно, что что-то такое наступает, что ты хочешь чего-то нового. А нового все-таки очень сложно получить. Это надо, много обстоятельств должно совпасть, поскольку мы зависимая профессия. Это режиссер, это и театр, и производство, и все. Поэтому так будем говорить, что от кризисов возраста тоже мы как бы, не можешь ты быть защищен полностью от вот этого всего, от тех кризисов, которые мучают тебя, которые не дают тебе покоя. Психологи вообще говорят, что надо каждые 10-12 лет менять работу. Нет, я бы не смог. Нет, это уже все у меня в крови. Хотя я пробовал, я был и директором театра, и худруком, и преподавателем, я выпустил студентов, все не мое. Все не мое. Во-первых, я не люблю власти. С людьми, когда надо руководить людьми, это мне претит. Я всегда уходил председателем правкома, там выбирали в советское время, все. Но это не мое все. И когда я попробовал вот в Нерюнгри директором и худруком, я понял, нет, и мне... Когда предложили вернуться сюда, в Якутск, я сюда, когда вернулся, сказали, кем вы хотите быть? Я сразу сказал актером, и только актером, потому что я уже проверил себя, понимаете?
Ну, то есть вы попробовали себя в других ипостасях и поняли, что все-таки Да. актерство это... Да, другие вот преподают всю жизнь, все, и в этом получают удовольствие, все. И мне предлагали еще, ну, нет, это надо любить, ну, вообще учитель, это другая, такое же призвание в этом должно быть. А если в тебе нету этого, ну, я не люблю заниматься тем, чего я не понимаю. Окей, давайте о том, что вы понимаете. Вы уже почти, как мы сказали, да, полвека служите в театре. Получается, вы пришли в период позднего застоя, и вы прошли через перестройку, через 90-е, через нулевые, вот дошли до 20-х. Вот я хотел бы немножечко остановиться на, может быть, этих временных периодах. Например, поздний застой — это Шукшин, да, у вас был потрясающий спектакль «А поутру они проснулись», Гельман, мы ниже подписавшиеся, Розовский, концерт Высоцкого в НИИ. Да. Но это же было такое, это же немножечко попахивало диссидентством на тот момент, это же было не совсем разрешено. Как вот это удалось поставить в Якутске? Понимаю, «Современник», да, например, то есть там как-то у них тоже, даже у «Современника» были с такими вещами проблемы, а в Якутске как это вам удалось воплотить? Ну, если вот к этому вопросу вернуться, тогда я должен пример привести, который вообще из вон выходящий. Когда приехал Келе Пеле, и он поставил первая постановка в Якутске, это было «Трамвай желания», который вообще в Союзе, там в Москве какие-то театры были, там, по-моему, Маяковка же поставил, или ну, очень мало постановок, а ему здесь дали это поставить. Так что мы каких-то, вот Келе Пеле имел какие-то такие прерогативы от властей, поскольку его пригласили, он сказал, давайте мне будем какую-то свободу. И ему дали эту свободу. И он этим пользовался. И поэтому и нам везло. Мы имели такие постановки, которые в те времена и другие театры и не мечтали. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Ну, это вот как бы обстоятельства совпали. Вот. Ну вот как актер вам приходит режиссер и говорит, мы ставим «А поутру они проснулись», это же... Да, ну, я и говорю, я ребятам свой поневежес, я сразу звоню, пишу, вы представляете, в какой я попал в театр, вы что здесь ставим? «Трамвай желания», когда сказал, они вообще упали. А все остальные, да, вот. Но концерт Высоцкого в НИИ, это уже как бы шло к перестройке вот ближе. Но это же была тоже какая постановка смелая. Ну просто у нас же считается, что до нас всегда доходит с опозданиями, мы же в Якутии далеко от всего того, что происходит в центре. И может быть там тоже перестройка, а у нас еще немножечко... Нет, мы как бы шли не то что, ну впереди, если можно сказать, вот всех этих тенденций. Мы «Дети Арбата» первые поставили, одни из первых поставили тоже. Это был такой, ну как бы конъюнктура, будем говорить, да? Тогда, но он сделал столько шума, этот спектакль, что мы, когда на Камчатку поехали, или Магадан, почему «Дети Арбат», что там 12 аншлагов подряд, мы почти другой репертуар не играли. Вот это триумф. Вообще многие говорят, что период Келе Пеле это был прям золотой век русского театра. Вот вы, как человек, который с ним столько проработали, в чем была уникальность Келе Пеле? Ну, скажем так, что благодаря ему я остался в этом театре, потому что он столько, ну, что для актера? Конечно, работа самое главное. И вот он дал мне, мы так совпали своими мозгами и всем остальным, что, то есть, тандем был такой, что мы получали удовлетворение друг от друга. Правда, я не сыграл каких-то таких, вон Сирано собирался поставить, «Полет над гнездом кукушки», это я бредил уже этой ролью, мы все уже проработали, все, но тут другие были дела немножко, потому что он тоже имел какие-то слабости в жизни, и люди имели немножко власть надавить на него, и не получилось этих постановок. Мне очень жаль, что я не сыграл этих ролей. Это как было? Почему вот этот период был? Потому что он, вот такое чувство у него было
такое вот и наитие, вот такое, он знал, чего надо публике, он знал, что надо театру, и поэтому театр стал гастролировать. Мы столько не ездили, мы в Минске, в Белоруссии 2 месяца гастролировали, весь Дальний Восток, все города. Это при нем все. Поэтому и получилось, что при нем этот расцвет театра был. Он чувствовал, что любит публика, не то, что подыгрывать ей, но что ей нужно вот в данный момент, потому что времена-то шли уже к перестройке, это было все сложности мышления людей. Вообще, это он всегда как бы вперед шел. Вот театр шел впереди всех событий. Вот это дорого стоит, когда он откликается вот на такие вещи. Очень многие, когда говорят про тот период, вспоминают спектакль «Свалка», где у вас тоже одна из знаковых ролей. Но это же тоже не совсем привычный нам, ну, на тот момент, да, репертуарный спектакль. Вот таких спектаклей вам не хватает после... Ну, если так говорить, что не хватает Келли, вот так, с этого начнем. Ну, конечно, не хватает, потому что когда ты получаешь такую роль, которую ты должен себя выворачивать всего, это же для тебя это очень дорогая вещь, всегда. Потому что ты сохраняешь в себе, мозгу своем все эти переживания, которые... А актер уже на сцене, если ты просто так текст болтаешь или все, это же не дает никакого удовольствия. А удовольствие дает через трудности всякие. И когда ты получаешь такую роль такого человека, который проходит по жизни через все трудности, то это и тебя касается всегда. Поэтому они дорогие, такие роли. Продолжим наш экскурс. И вот наступили 90-е. Лихое время, странное время. Я знаю, что в театре чуть ли не мебельный салон был открыт в то время. Но, да, тем не менее... Да, ну вот, тоже благодаря Келли. Тоже мы вылезли, мы прошли этот период вообще без каких-то... без издержек, я бы так сказал. Мы даже зарплату нормально получали. Но спасибо, конечно, и республике было. Но и мы как-то уже стали зарабатывать все. Это тоже заслуга Келли Пелли было. Вот те спектакли, которые в 90-е годы полные залы. Но мы всегда в единственный театр, по который был в аншлаге все время были. Ну, это дорого стоит. Поэтому мы как-то не почувствовали. Хотя театр сгорел, мы перешли в гражданпроект. Вот там как раз случился «Дети Арбата» там. Вот. И ну как не гордиться вот эти? И ты не почувствовал, поскольку ты все время в работе. Ты не чувствуешь, что тебя давят какие-то обстоятельства какие-то со стороны. И поэтому мы проскочили вот эти 5 лет, когда театра не было. И та перестройка прошла, все, и пошла жизнь по-другому, все. Я так скажу, что пандемия подействовала на нас 1000 раз страшнее, чем вот эта перестройка вся. Потому что когда театр закрыли, вот это да, вот это трагедия. А все остальное, что там на улице творится, это здесь мы в своем соку варимся, работаем, все, поэтому... Слава Богу, что это есть, вот этот организм под названием театр. Вот 90-е же принято еще считать временем, когда внезапно всем все стало можно. Как-то это отразилось на театре? Театру стало можно все? Ну, были такие режиссеры, которые приезжали и хотели что-то делать. Но у нас, я бы сказал, вот я очень горжусь, что я работаю в таком театре, что труппа и руководство, и все, мы никогда не шли вот на такие... То, что Москва делала, мы видели эти, извините за слово, задницы и все остальное еще этих московских театров. И мы наоборот, у нас вот это все, что мы никогда этим не будем заниматься. Мы как бы... Не договариваясь, не говоря это, у нас не было мата,
у нас не было голых на сцене. Вот это мы прошли очень, и мы сохраняем репертуар. Мы тогда, 90-е, когда нечего было... Новых и пьес не было, как таковых, но они в московские театры-то шли, чтобы денег заработать, и классику уже ставили в том же стиле. Поэтому мы... Горжусь, я говорю, еще раз повторю, я горжусь, что не коснулась вот эта тенденция, вот этого, что этим завлекать зрителей. Вообще театр место для экспериментов, по-вашему? Да, место. Когда эксперимент разумный, когда он ищет и идет, все-таки изучая не внешние какие-то проявления человека, а только внутренние. Вот тогда есть, если мы внутреннего изучаем человека постоянно, кто он такой, которого никто не знает и тысячи лет, наверное, и десятки тысяч лет, что это за создание такое, и что будет, и что дальше с ним будет. Вот для этого театр. Это я понимаю вот так. Театр, который изучает человека. А если он упивается и пытается вот людей завлечь в театр, которые только внешними, то это не эксперимент. Это просто мы хотим, чтобы побольше к нам... Потому что, ну, публика что говорит? Половина зала хочет серьезного чего-то, половина хочет развлекаться. Мы же... Есть люди, которые идут, и никуда не денешься от этого. А у нас репертуар в этом плане. Никогда вот мы не шли на этом. Приезжали режиссеры, которые пытались что-то экспериментировать, вот так делать, но они не прижились, эти спектакли. И больше мы не стали этим заниматься. Вот мы такие хорошие. Но вот неужели за всю вашу огромную карьеру не было момента, когда вы подходили к режиссеру и говорили, ну, мне не нравится вот это, давайте, может быть, не будем, или я не хочу в этом участвовать? Ну, извините, было и не один раз, и я сам лично прекращал работу. Просто, когда я видел, что режиссер не знает, что дальше делать. Ну, зачем взяться? Зачем? Надо прекратить эту работу. И это, конечно, это когда я уже имел какой-то вес в театре, когда я мог это сказать. Потому что я говорил еще, повторяюсь, что мы зависимы. Все думают, как я сейчас выступлю, я роль не получу, там все. Но нельзя было иначе. Понимаете? А вот насчет эксперимента, если возвращаться, «Пигмалион» был такой спектакль. Вот там точно был эксперимент, потому что это же классика, шоу. А мы делали, вообще, я не хотел очень участвовать, потому что я этого не люблю все. Но потом это было очень, очень даже забавно, интересно. И на гастролях мы ездили, и зрители благодарили, что это есть такая форма. Но она не была как эксперимент... безумствие какое-то на сцене. А было действительно, что те люди, которые нормальные люди, только форма существования немножко другая. Не как реальный человек, а как таковой вот актерская профессия позволяет тебе вот трактовать твой образ вот так. И получился очень забавный спектакль. Вот у вас более 130 ролей, но наш разговор не был бы полным, если бы я сейчас не вспомнил об одной, наверное, очень знаковой, ну, наверное, для меня и плюс-минус вот моих ровесников в каком-то возрасте, кто наверняка впервые придя в театр, первое, кого они увидели, это был Карлсон. Господи, какие времена! Да, это было очень давно. И я тогда вообще везде сказки все, которые шли в театре, это все были мои. Это я и «Зайка-зазнайка», и «Футынуты», и там еще какие-то. Вот. Я уже «Поневежь» сыграл, «Винни-Пуха» сыграл я там. Вот. И здесь Карлсон, это было такое событие, потому что, ну,
бывает, так скажем, бывает, как «Зайка зазнайка», тоже удачная постановка, которая прошла так же, как «Поутру проснулись», что-то 300 раз, что ли. Вот. И «Карлсон» тоже был удачный спектакль, потому что бывает и неудачный спектакль, что греха таить. А он был очень удачный, очень его полюбили зрители, и мне самому было, мы балдели. Вот это слово по-другому не скажешь, когда играли, получили такое удовольствие, что он в памяти остался, и зрители, которые взрослые, встречаю иногда, помню, помню. Так что вот так. Ну вот многие, кто, может быть, не глубоко погружен в тему, да, им кажется, что детский спектакль это так, баловство. Вот вечерний спектакль это серьезно, а детский, можно так прийти в полноги отыграть, все равно же дети. Правы они? Нет, никогда. Я, во-первых, я про себя могу сказать, что я в жизни да я вообще не люблю халтурить на сцене. И никогда не халтурил никакие детские спектакли. Мне одно и то же. Я работаю в полную ногу, то что, как говорится, нет даже мысли такой, что, тут можно, знаете. Нет, я даже не растекаясь в этой теме скажу, что я этим не занимаюсь. Да и вообще у нас в театре, правда, вот такая, какая-то труппа у нас такая, какие-то, мне даже все честные такие, все порядочные в этом плане по отношению к работе. Какие там люди бывают разные, и без недостатков, и я сам. Но на сцене мы очень честные. Поэтому и театр такой имеет такой вес в республике. Но вы сейчас в театре как раз корифей, вы такой старейшина. И уже несколько поколений молодых актеров, которые когда-то пришли молодыми, сейчас они там уже бабушек играют. Да. Как у вас, у старшего поколения выстраивалось отношение с новой кровью? Вот то поколение, которому я принадлежу, какие-то, я не хочу, конечно, об ушедших чего-то плохого говорить, но там было то советское время, что народный это уже такое, что, ребята, и то не все. А сейчас я вообще с этими ребятами одинаково чувствую. Я даже молодею, когда они есть. Когда они все молодые, полные энергии, полные все, я сам чувствую себя молодым. Я не чувствую, что мне 75 лет. Я вообще даже не думаю об этом. Не считая того, что с чем надо считаться. Когда выходишь на сцену, уже так Карлсон не поскачешь. Понимаете? Но вот в этом плане. А так... А помните тот момент, когда вы подходите смотреть «Приказ», и вместо Эдварда Скупшис главный герой, написано папа главного героя? Это не папа, это был такой один эпизод, который мне так остался в памяти, и я получал такое удовлетворение, и гордость такую, когда приехал режиссер ставить Эзопа. И все говорили и знали, что это играть будет Антонов. А когда приехал режиссер, он сказал, нет, будет играть Купшис. Это я не слышал, я просто пришел к расписанию, и я стоял и пошел уточнять. Я говорю, может, ошибка. И я сыграл такую роль, которая оставила след огромный в моей биографии, как актерской, как человеческой. Это такая работа, которая стоила много сил и много удовлетворения актерской. И гордость собой, что ты мог это сделать. И оценка зрителей, и все. Это когда совпадает все. От этого получаешь удовольствие. Вот если бы сейчас можно было по волшебной палочке вдруг вернуть какую-то роль, какую бы роль вы хотели бы сейчас исполнить из тех, которые были в 70-е, 80-е, может быть, в 90-е?
Только одну. Нет, 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 нет. Если бы силы были, я бы сыграл и Скопена, и Блеза, и Эзопа, и всех пьес Островского, и Тургенева, и Шекспира. Если бы были силы. Потому что этот репертуар такой, который дает тебе, ну, если не гордость, то удовлетворение такое, что поэтому, ну, какую я одну? Я не могу сказать одну. Я ни в коем случае. Как и книгу я не могу сказать одну, которую. Потому что из каждой я беру, вот из этой книги, из этой роли я беру это, из этой это, из третьей третье, из которых составляет вот твою жизнь, которые заполняют тебя вот эти работы. Поэтому сказать, что одна какая-то, есть маленькие роли даже, которых ты получал. Вот «Дети Арбата», небольшая работа была, но она такая, понять этих людей, злодея, вот сыграть такого и понять, почему человек стал этим человеком, а не другим. Мы поговорили про театр, мы поговорили немножечко про труппу. Наверное, один из обязательных атрибутов любого актера, артиста — это узнаваемость. Как вот у вас с узнаваемостью? Часто ли к вам подходят или подходили на улице? Может быть, помните первый раз, когда вас узнали? О! Ну, это было после поутру, они проснулись, это было когда, да. Любой в такси, я же села, таксист говорит, раз, о, я уже 5-й раз смотрел. Вот, понимаете, вот после поутру они проснулись, это началось вот узнавание. А потом уж, само собой, когда столько ролей, а вот сказки же вырасти, вот они выросли, все люди, которые приходили, вот они уже моего возраста все. Вот, и поэтому это тебе... Ну, как сказать, это всегда приятно. Если кто говорит из актеров, что это, ну, я не люблю, когда меня... Ну, я не вижу, как Абдулова там или Янковского, да, это я бы тоже бежал нафиг. А когда тебе подходят и говорят спасибо, спасибо за Беринга, спасибо за афганца, спасибо за это, ну, а как? Это часть профессии. И не любить себя, это тоже... Нельзя. Это не надо было идти в артисты, если ты не любишь себя, и тебя не любят. Это часть профессии. Ну, что сделаешь? Ну, как? Или сказать, меня будут узнавать, я не пойду на сцену. Ну, даже такой нет, не может быть речи такового. Мне вот понравилась история про превратности судьбы. Ваш молодой коллега Саша Сердюков, который сейчас играет Карлсона, когда-то маленький пришел в театр и увидел Карлсона и влюбился буквально в этого персонажа. Да, я сам удивился, когда он это рассказал. Да, ну вот такие парадоксы. Такие парадоксы. У меня брат актер, тоже было интересно очень. Он на 13 лет моложе, он работает в том театре, который я по невежеству работал. И он тоже. Я 41 год сыграл Плутни Скопена, и он 41 год сыграл Плутни Скопена. Я в «Лавине» играл этого старого человека, и он сыграл в «Лавине», и у того же режиссера. Это вот такие тоже жизнь, когда бывают такие совпадения, это тоже дорого стоит, и тебе как-то по душе. Про зрительскую любовь мы разговаривали. Я хотел спросить, вот за это время зритель, мы поняли, что театр поменялся, труппа поменялась, подходы, может быть, режиссерские опять сменились. Зритель поменялся? Нет, он не меняется, он не может меняться. Может быть, понимаете, советские люди, они же читали очень много. Сейчас молодежь уже приходит, которая книг не читает. А все в интернете, все знают, все уже умные, приходят сказки, те, которые все видят, вот эти постановки грандиозные, голливудские, и приходят... Как удивить вот это поколение людей?
Ну, значит, и мы придумываем что-то такое, чтобы было интересно, чтобы все-таки зритель получил, чтобы он удивлялся, чтобы он смотрел, а не то, что вот так дети пришли и зевают, конфеты едят. Поэтому задача театра, конечно, немножко идти в ногу с жизнью. Но, возвращаясь к вопросу, зритель, наверное, и в Древнем Риме сидел такой же, который хочет видеть. Если он пришел в театр, вот вы театрал, вы полюбили театр и хотите. И там собирались же тоже театралы. Была публика, которая так попала случайно. Но театралы, они же хотят видеть живого человека на сцене. Что в театре самое дорогое? Вот живой человек. Живой человек на сцене, как он говорит, как человек сидит в зале и думает, вот я бы так смог. Или, о боже, оказывается, и так бывает. И те же вопросы, это же и 50 лет назад, и 100, и 200, и поэтому зритель, эта жизнь меняется, а человек, он не меняется. Проблемы одни и те же волнуют его. Любовь, боль, утрата. Так вот что я повторю еще раз. Нутро человеческое не меняется, меняется только одежда, а нутро. Поэтому человек всегда будет смотреть на сцену и сопереживать тем страстям, которые там происходят, и рвут себе герои одежду и грудь. Вот это живое. И с этим никуда не 100 лет пройдет, так же все будет. Я вот недавно, кстати, поймал себя на мысли, я когда прихожу в театр, я очень часто вижу вас в зрительном зале. И причем это не всегда премьеры. То есть иногда бывает, что спектакль уже идет какое-то время, вы в нем не участвуете, но вы в зале. Вас театр не отпускает или почему вы? Нет, я вот где-то о кризисе, когда я сказал, кризис есть кризис, он во всем наступает. Когда раньше я ездил в отпуск, я в Москве, я все театры я смотрел, все. Сейчас, видите, есть возможность, ты все знаешь, ты все читаешь, ты все. И уже когда знаешь, как-то, понимаете, раньше нас пускали, там, сейчас 15 тысяч платить я не хочу. Из принципа я не хочу. А то, что я захожу в зал, мне интересно, как работают твои коллеги. Я вообще зритель. Как зритель я очень благодатный, потому что я не ковыряюсь, если я вижу что-то, что-то не то. Скажу, коллег, что ты там делаешь? Нет, потому что наша профессия, во-первых, ты всегда можешь обидеть человека, чего я не люблю делать. Во-вторых, у каждого есть ошибки, у режиссера есть ошибки, у актера есть ошибки. Поэтому я люблю посмотреть иногда, как работают коллеги. И я вижу, что действительно у нас гордиться нашим театром, нашей труппой можно. Точно. А вы, как актер, вы чувствуете ответственность за то, что вас назначают инженером душ, что вас назначают каким-то воспитателем в каком-то даже смысле? Нет. Я не думаю об этом, играя спектакль, я не думаю об этом, что я в советские времена было такое, что вы несете в массы, что вы хотите сказать. Это обязательно требовали, что вы хотите сказать этим спектаклем. Ничего я не хочу сказать. Я хочу сказать, чтобы человек задумался, я хочу сказать и показать, что бывает с этим человеком. И другой важнее темы не будет, кроме изучения человека. Я не знаю больше, что может интересно. Интересно, если интересно, хочется, что с человеком может быть физически, надо идти в цирк. Там чудесные бывают превращения, чудесные достижения человек может достигнуть. А здесь другое. Здесь внутри, что у тебя. А это самое дорогое.
И еще сейчас, опять же, лето, закончился сезон, и сейчас идет другой сезон, сезон абитуриентов. И людям, очень многие мальчики, девочки, они грезят актерской профессией, они хотят туда идти. Может быть, какой-то с высоты прожитых лет, с высоты прожитого опыта, какой-то совет, кому надо идти, а может быть, кому-то не надо идти. Как понять, твое это или вы же как-то поняли? Ну, мне легче было, я сказал, что Ну с да, с третьего третьего класса начал. И другая, вот, как бы стезя такая, то, что у меня была, что я любил читать. Я читал и днем, и ночью, и все прочел. И поэтому вот сейчас принимали мы студентов, которые приходили, все, я им говорю, ребята, я чувствую, ничего не знают. Не знают, должен быть багаж все-таки у человека какой-то, что когда я приехал поступать в Невельский театр, у меня уже была прочитана вся классика, все, я уже был подкованный в этом плане. Человек какой-то имел багаж. И поэтому те ребята, которые пустую только интернет читают и все. И то бывает с человеком метаморфозы вот такие, что если Бог дал там что-то, помазал его вот в этом деле, талант, то он... Кто-то из великих актеров сказал, Господи, какой же это человек гадкий, и все, но на сцене Бог. Вот театр тоже, когда такие... Я ни в коем случае не говорю, что надо... Хотя Мельтинис, мой учитель, говорил, идите куда-нибудь, попадите в вытрезвитель, что-нибудь поймите, как надо жить, пройдите в больницу, в тюрьму, убейте кого-нибудь, когда уже в раж входил. Ну, чтобы вас растеребить, твое нутро человеческое, чтобы не быть такой, знаешь. Потому что талант состоит из многих составляющих. Вот. И поэтому... Ребятам, тем, которых, отвечая на ваш вопрос, я бы только сказал, ребята, читайте все в книгах. И беритесь, не просто прочитайте, как в школе, что там просмотрел содержание. Нет, читайте, изучайте. Может быть, одну книгу я читал по нескольку раз, книги Достоевского, Чехова. Что брать что-то такое, что тебе близко. А если тебе ничего, ты не можешь, тебя не интересует это ничего, может, не надо идти в эту профессию, надо подумать, когда есть время еще, когда тебе 16-17 лет. Мой учитель говорил, что я бы с удовольствием брал ребят уже с 13 лет, тогда я могу вырастить. А он так актеров выращивал по невежеству. Все Банёнис, Бабкавск, Масюлис, это все были... Его дети выросли, и которые выросли в знаменитости мирового масштаба. И у меня остался последний вопрос. Он, может быть, немножечко покажется вам неожиданным, но тем не менее. Я знаю, что одной из главных причин, почему русский театр в Якутске обрел великого актера Купшиса, это то, что в Казахстане водятся змеи. До сих пор боитесь змей? До сих пор, когда я приезжаю в Литву, я по лесу уже, брат, так, что-то в этом году много. Все, а дом что-то только по дороге в город, городок маленький за озером. Туда, а по лесу я уже, хотя я грибник, я так люблю по лесу ходить. Я поэтому обожал в Якутске лес. Ни змей, никаких паразитов, ну, кроме комаров. А в то время, когда комаров нету, ходить по лесу в Якутске, можно лечь и спокойно лежать. Я упивался в Литве, я этого не могу, потому что там гад может подползти. Хотя отец у меня был, который ужа вот так, ну, хотя он мне говорил, что это змеи, я так на шее нормально носил, все. А я вот от этого, наверное, может, от этого у меня пошло, что это. Очень не люблю, вообще не люблю, вот это меня коробит, если я увидел, что он ползет.
Мне тараканы могут ползти где хочешь. А вот змеи не знаю почему. Не знаю. Но благодаря этому Да, благодаря этому, потому что да, так случилось, что... Ну, я знал, что на юге это есть, но потом, когда мне коллега написал, что так бывает, что змеи так ползают в библиотеке по книгам, то спасибо, не надо. отлично. Ну что ж, огромное вам спасибо за то, что с нами Не сегодня за поговорили. что. Было Не за что. очень-очень интересно. Не за что, спасибо вам, что вспомнили старого ветерана. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас каждый день по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.